Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, что вы видите на экране тему сегодняшнего нашего занятия. Я представлюсь, меня зовут Турышева Наталья Валерьевна. Я работаю методистом на кафедре. И сегодняшняя тема нашего сегодняшнего занятия – это ВПР по физике. И сегодня мы с вами будем говорить о специфике применения критериев для оценки ВПР. Сегодня, возможно, я немножечко с вами поделюсь своим опытом работы, то есть своим опытом подготовки учащихся ВПР, как я это делаю на своих уроках. И, соответственно, немножко мы с вами поговорим как раз-таки о критериях оценки. Сейчас, если есть такая возможность, пожалуйста, вы мне где-нибудь там скажите, включите микрофончик, хорошо ли всем меня слышно. Можете ручкой помахать. Так, ну, давайте я продолжу тему, которую сегодня я начала. Итак, тема сегодняшнего нашего с вами занятия – это ВПР по физике. То есть, что вообще в целом такое ВПР и для чего оно проводится. Всероссийские проверочные работы, они проводятся в нашей школе для того, чтобы мониторить те знания, те умения и навыки, которые получают наши учащиеся по предметам. В частности, также проверяется, мониторят наших учащихся именно по предмету физика. Как вы знаете, что сейчас эти предметы для 7 и 8 классов выбираются, конечно, не все дети сдают, как раньше, а выбираются отдельные классы, отдельные какие-то группы детей, и, соответственно, они проводят, мониторят вот этих учащихся. Здесь показано у меня на слайде те законы, на которые опирается Министерство образования при проведении таких работ. Ну и самое главное, что назначение этих работ, еще раз говорю, это мониторинг. В 11 классе такого отбора среди детей нет, ВПР проходят все обучающиеся 11 класса. Ну и, соответственно, цель такой проверки – это насколько наши учащиеся, ученики, выпускники, насколько они готовы, допустим, насколько они обладают знаниями именно на базовом уровне. И те, и другие ВПР, и 7, 8 класс – это проверка тех знаний, умений и навыков, которые получают учащиеся, еще раз говорю, на базовом уровне. Хотя там есть, конечно, какие-то объемные задачи, но умения в этих объемных задачах, они в любом случае применяются базовые. Итак, ну вот если, допустим, мы с вами прочитаем, да, вот часть из законов, да, это содержание всероссийской проверочной работы по физике определяется на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, основного общего образования по физике, базовый уровень. То есть здесь не говорится о каком-то повышенном уровне или высоком уровне. То есть проверяются базовые знания, умения, которыми должны обладать наши учащиеся. Если говорить о назначении этой работы, то эти работы, они основаны именно на том системно-деятельностном подходе, в котором мы с вами уже работаем уже одно десятилетие, да, компетентностном, уровневом подходе в обучении. Ну и, соответственно, что проверяется? Оцениваются не только те предметные знания, которые они получают, а также оцениваются метапредметные результаты. То есть в том числе, насколько сформированы они у нас универсальные учебные действия. Но вот если кто-то слушал последний вебинар, один проводил Министерство образования именно по вот этим вот результатам, да, по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, там был почти 3-часовой такой семинар, и вот там как раз таки говорилось, что на сегодняшний день там еще включаются такие вот, мы сейчас с вами работаем по заданиям, которые направлены на формирование функциональной грамотности. То есть сейчас вот оно немножко перефразировано, да, то есть те результаты, над которыми мы работаем, это предметные и метапредметные результаты, они, в принципе, напрямую входят в те, как мы говорим,
вот эту функциональную грамотность, в ту функциональную грамотность, которой должен обладать ученик. То есть как будто бы эти задания, они уже напрямую туда включены. Ну, я напомню, что регулятивные учебные действия, да, что они подразумевают? Они подразумевают, что учащийся должен, в общем-то, регулировать свою деятельность. В данном случае на ВПР, когда мы с вами проводим, ребенок, когда получает работу, он сперва ее оценивает. Допустим, он смотрит, что у него на выполнение работы дается 45 минут. Он себя контролирует, он себя корректирует, над какими задачами ему нужно дольше времени, над какими меньше. Он какие-то задания выполняет быстро, какие-то медленно. Поэтому, когда, допустим, мы с ребятами готовимся к ВПР, буквально там 1-2 занятия, мы с ними такие обобщенные проводим эти занятия, я сразу ребятам говорю, что, ребята, у вас на выполнение работы будет 45 минут. Поэтому глазками в самом начале занятия, глазками пробежитесь по работе, посмотрите, какие задания, с какими заданиями вам справиться намного быстрее, постарайтесь выполнить их. То есть там не написано, что нужно как-то задание выполнять по порядку. Поэтому вот здесь говорится, что нужно все равно сделать для учащихся в самом начале вот такая вступительная часть небольшая, да, ее нужно сделать, потому что нужно провести эту инструкцию, чтобы ребенок действительно оценил свои силы и оценил свои возможности. Возможно, он в самом начале сделает какие-то задания, которые считает, что ему сделать их намного легче и быстрее. Или наоборот, сперва будет выполнять задания более высокого уровня. Вот. И если вы посмотрите, да, то по структуре, что ребенок может оценить? Он может оценить, во-первых, количество заданий, да, он будет контролировать, сколько заданий ему надо выполнить. Может оценить там, допустим, на какие задания, сколько времени он может потратить. Может оценить, какие задания для него являются более сложными, какие более простыми. И, например, он сперва выполнит простые, потом те задания, которые будут ему посложнее. Потом мы всегда инструктируем детей в том плане, что, ребята, здесь есть задания, которые мы с вами еще не изучали. Поэтому приступать к этим заданиям не нужно. И поэтому детей тоже мы должны проинструктировать о том, что вот эти задания выполнять не нужно, потому что темы у нас с вами еще по ним не пройдены. Поэтому я думаю, что вот такие вот инструкции, они как раз так и формируют у наших детей, вот как мы говорим, вот эти регулятивные универсальные учебные действия, которые ребенок уже сам себя начинает контролировать и, соответственно, себя каким-то образом осуществлять саморегуляцию и так далее. Ну, давайте мы посмотрим следующий слайд. Это общеучебные универсальные учебные действия. Да? Что значит общеучебные? Ну, это как раз таки и те умения, которыми должны обладать наши ученики не только на уроке по физике, а на всех уроках. То есть это значит, что они должны уметь работать с текстом. Они должны уметь, допустим, выбирать какие-то данные, анализировать таблицы. Если с точки зрения физики, да, то мы всегда говорим, что, может быть, есть какие-то более эффективные методы решения задач. Да? То есть в данном случае это те методы и те умения, которые учащиеся получили в процессе обучения не только предмету физики, а вообще всем предметам. Умение моделировать, умение преобразовывать модели, возможно, оценивать как-то результат своей деятельности, то есть проверять на соизмеримость того, что они нашли, более красиво записывать ответ. То есть, например, как мы их учим отвечать на задания различные, допустим, такие как качественные задачи. То есть есть вопрос, значит, надо дать ответ и его пояснить. То есть какие мы слова, словосочетания используем для того, чтобы ребенок мог описать вот эти вот свои ответы, свои знания, которые он может показать в этой работе. Если говорить о логических УУД, да, то что здесь ребенок демонстрирует? Ну, допустим, в любой задаче, которую мы с вами ставим перед ребенком, ну, в данном случае не мы, да, задачи ставит проверяющая организация, то есть мы с вами получаем вот эти КИМы, получаем эти материалы, и, соответственно, что должен, какими умениями должен обладать ребенок.
точки зрения именно вот таких вот логических умений, мы их называем познавательные умения, да, то есть он должен уметь анализировать. Он должен, в нашем случае, с точки зрения физики, он должен знать, а откуда ему вообще чего можно взять, да? Проанализировать, прочитать задачу, посмотреть, нужно ему это или не нужно. Обратите внимание на график. Что происходит на этом графике, какие изменения происходят и как эти изменения будут влиять на ту предметную часть задачи или вопроса, который ему необходимо решить. В данном случае логический УД как раз таки это такие действия, которые связаны именно с анализом, синтезом, это установление причинно-следственных связей, какое-то доказательство, какие-то рассуждения. То есть прежде чем, допустим, в наших задачах, чтобы найти, например, силу, надо знать массу, знать массу надо найти, например, объем или узнать откуда-то плотность. Знать объем надо, еще что-то. То есть должна быть какая-то последовательность шагов или, возможно, логическое построение ответа. То есть, например, если они отвечают на вопрос, это будет так-то, потому что. То есть они должны вот давать такие вот, как мы говорим, логические объяснения. Это у нас с вами формирование логических универсальных умений. Соответственно, коммуникативные ОУД, да, это, соответственно, умение, вот как эти умения коммуникативны. С одной стороны, это общение, да, это общение, это как, допустим, вот вообще коммуникативные ОУД, они достаточно широко применяются, ну, во время урока, да, во время урока изучения новых знаний. А тут у нас, когда контрольная работа, тут один единственный критерий, который мы можем здесь сказать, какое коммуникативное универсальное учебное действие, это вот я, допустим, нашла это умение достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, владение монологической, идеологической формой речи. То есть в данном случае мы говорим, что дети тут, конечно, говорить не будут, но здесь имеется в виду не речь как ребенка, а речь именно то, что он будет записывать вот в этот КИМ, в ответы. То есть насколько грамотно, насколько четко, логично, понятно он будет высказывать свое мнение в письменной форме. То есть в данном случае мы с вами можем вот это вот ОУД, его можем поставить. Почему? Потому что после любого написания ВПР мы с вами будем все равно проводить анализ. И, соответственно, когда мы с вами проводим анализ, по каждому заданию мы прописываем, то есть, например, насколько полно и достаточно четко, логично был выстроен ответ именно вот в таких качественных задачах. То есть как раз мы можем сказать, что на каком уровне у нас развитый коммуникативный ОУД у детей. То есть насколько красиво, полно, четко они дали этот ответ. Вот сегодняшний вот как бы наш с вами вебинар, он будет посвящен именно вот таким вот вопросам, да, которые связаны именно с назначением вот этой всероссийской проверочной работы в 7-8 классах. Ну и потом я разделила отдельно и 11 класс, вы поймете почему. 7-8 я отделила в одну группу, и 11 класс тоже в отдельную группу. Потому что если мы с вами посмотрим на ВПРы, на сами контрольно-измерительные материалы, описания, то вот материалы, которые предоставляются для 7-8 классов, это материалы, которые являются подобными. Задания идут один в один на формирование одинаковых умений. То есть задание первое, например, для 7 и 8 класса, задание 9 для 7 и 8 класса. То есть все задания, они по сути, по своим общему предназначению, они одинаковы. Единственное, что разное, конечно, разная формулировка и предметное содержание разное, а умения проверяются одинаковыми. Вот работы 11 класса, они очень сильно отличаются от работ 7-8. Вы потом заметите, что действительно там по количеству заданий больше, и по времени выполнения больше, и проверяются умения немножко другие. То есть если здесь у нас ФГОС, то в 11 классе это федеральный компонент государственного образовательного стандарта, и поэтому там проверяются умения немножко другие.
Ну, давайте мы с вами перейдем к разделу, который называется «Предметные требования». То есть какие у нас есть предметные требования, которые мы должны соблюдать при проведении вот таких вот всероссийских проверочных работ. Ну, во-первых, на что мы с вами должны обратить внимание, что для таких вот проверочных работ какие элементы мы должны проверять. Во-первых, мы проверяем на то, насколько сформированы представления о закономерностях, о явлениях природы, об объективностях и так далее, да, с точки зрения физики. Мы проверяем предметную составляющую, такую как формирование первоначальных представлений о том, чему мы обучаем наших детей. Да? Это первоначальные представления. Следующее, что мы проверяем, это те навыки, умения, которые получили наши учащиеся, когда они изучали наш предмет. При проведении каких-то лабораторных работ, какого-то практикума, каких-то исследований, которые мы делаем, какие-то проектные работы. То есть в данном случае вот этот опыт мы проверяем, насколько сформированы эти умения. Да? Что мы еще применяем? Мы с вами проверяем, насколько наши учащиеся знают, как применять те или иные знания в тех окружающих их предметах, бытовых приборах, каких-то окружающих явлениях, возможных каких-то явлений, которые происходят, природные или техногенные явления, и насколько они способны применять те знания, те умения, которые они получили, вот при объяснении таких вот явлений или принципов работы. Кроме этого, я думаю, что, может быть, даже это самое главное, да, это осознание, для чего вообще это им нужно, для чего нужно изучать все эти достижения, технологии и так далее. И вот одно из важнейших компонентов – это как использовать те знания и умения, которые они получили, именно для своей собственной безопасности и так далее. Как развивается умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний и так далее. То есть на сегодняшний день задания, конечно, весьма разнообразные. И, допустим, для того, чтобы наш ребенок справился именно с такой проверочной работой, этому всему мы с вами обучаем. Обучаем, используя разные приемы, разные формы, разные методы ведения уроков и так далее. Давайте немножко о распределении заданий. И я думаю, что вы все уже читали эти задания, да, и вы, в принципе, уже знакомы с тем, как распределены задания, но я немножко освежу эту информацию и подведу такую, знаете, параллель между 7 и 8 классом, чтобы вы видели, что действительно задания, они типовые, что они подобные. Вот. И я думаю, что подобного рода задания мы с вами на уроках используем. Итак, ну давайте начнем. Задания базового уровня, да, таких заданий, их у нас от 1, с 1 по 6 задание, это задание базового уровня. И вот я сразу вот сюда вот так на слайдик я сейчас немножечко увеличу, да, чтобы вы видели, что вот в принципе задания, они, посмотрите, они похожи. Вот наверху задание с термометрами для 7 класса, внизу с термометрами для 8 класса, а внизу барометры. И манометры – это 8 класс. Да? Вот, допустим, вот здесь вот задание повышенного уровня, вот обратите внимание, да, я тоже взяла здесь задание, по-моему, если не ошибаюсь, по номерам 9, где работа с таблицами, и там идет работа с таблицами, только здесь у нас удельные теплоемкости, там плотности, там в таком состоянии. Здесь тоже плотность, только единственное, что тут задание по силе Архимеда, а здесь у нас по удельной теплоемкости. Задания повышенного уровня, но вы видите, что задания, в принципе, они подобные, и даже вот формулировки вопросов, они тоже одинаковые. Давайте посмотрим вот на задание высокого уровня. Ну, я вот говорю, что это задание высокого уровня. На самом деле, да, почему они, как их называют заданиями высокого уровня? Потому что здесь, получается, ребенку нужно не одно действие продемонстрировать, а здесь демонстрируется несколько действий. То есть ему нужно сперва найти одно, потом найти второе, по второму и по первому нужно найти третье. И не найдя первого,
третье задание, соответственно, они не смогут на него ответить. И поэтому здесь такая цепочка шагов, которую они, в общем-то, должны выполнить. Вот. И поэтому вот я считаю, что в связи с тем, что необходимо применить несколько умений, скажем так, базового уровня, это задание, как бы оно за счет этого становится высокобальным. То есть за него мы с вами даем 3 балла, от 1 до 3 баллов в зависимости от объема выполненных заданий. Хотя задание, допустим, определить сопротивление первой лампочки. Сопротивление найти, напряжение разделить на силу тока – это базовое умение. Да? То есть в данном случае мы говорим, что для того, чтобы выполнить это задание, нужно просто несколько базовых умений, и этими умениями надо обладать. Ну вот давайте мы с вами посмотрим по типологии заданий. Да? Вот задание 1. Проверяется учеником умение роли эксперимента. Я думаю, что вот задания такого плана мы на уроке используем очень часто. Я не знаю, как коллеги вы, но практически на каждом уроке я провожу какой-то эксперимент с использованием приборов, и любая работа с любым прибором начинается у нас на уроке с того, что мы у этого прибора определяем цену деления. Прежде чем этим прибором, даже демонстрационным прибором мы пользуемся, мы определяем показания, мы про прибор все проверяем, какое у него максимальное значение он может измерить, какой у него предел. Мы смотрим шкала, сколько делений, то есть все, что можно использовать, все, что можно сказать по этому прибору, мы стараемся на каждом уроке это все прописать. Вот почему это нужно? Я думаю, что, может быть, детям особо это как будто бы и не нужно, да, ведь вот я уже со многими коллегами тоже общалась, да, вот на сегодняшний день погрешности, да, погрешности определения цены деления. Я считаю, что ребенка самое главное научить это пользоваться прибором, а вот записывать с учетом погрешности, я думаю, что, конечно, я считаю, что это немножко лишнее. Но раз это требование есть, и поэтому нам в любом случае нужно ребенка этому обучать, чтобы ребенок знал, как это делать, умел это делать, и, соответственно, мог уже показать, что действительно он это умеет делать. Хотя я не знаю зачем. Я считаю, что это умение оценивать погрешность, конечно, нужно, но я думаю, что не всем это нужно. Да? Так, давайте посмотрим по типам задания под номером 2, где проверяется умение сформировать сформированность учащихся базовых представлений о физической сущности явлений. То есть, посмотрите, вот 2 задачи, качественные задачи. Ну, я думаю, что вот на них-то мы с вами должны остановиться более подробно. Почему? Потому что, как правило, в чем подразумевается оценка таких заданий? Оценка таких заданий подразумевается, что ребенок должен назвать правильно явление. Поэтому на уроках, когда мы с вами проверяем и решаем такие качественные задачи, мы ребенку сразу объясняем, что, итак, вот, ребята, чем отличается вот эта задача от этой задачи? Ну, соответственно, в этой задаче мы с вами говорим, что нам надо дать ответ и на него объяснение. Скажите, пожалуйста, для решения этой задачи нам понадобятся какие-то формулы или цифры? А что нам понадобится? И вот, допустим, когда мы детей обучаем решать такие задачи, то мы, соответственно, учим их отвечать на вопросы. Но вы сами понимаете, что вопросы бывают простые, вопросы бывают непростые. Помните, в технологии развития критического мышления бывают разные вопросы, тонкие и толстые вопросы. Да? Так вот, у нас вопросы, как правило, здесь первый вопрос – это тонкий вопрос. То есть, как называется явление? Явление нужно назвать. Это тонкий вопрос. А явлений мы не так уж и много изучаем, поэтому в данном случае ребенок должен это явление назвать и объяснить, что если вы ответили, здесь написано, в чем состоит. А тут, соответственно, они уже должны красиво, логично дать ответ и объяснить, в чем проявляется это явление именно в этом примере. То есть уметь это явление описать на данном примере. Для того, чтобы дети наши справлялись с такими заданиями, естественно, что вопросы на уроке мы должны с вами уметь
чтобы ребенок умел задавать такие вопросы и умел отвечать, надо учить детей вопросы тоже задавать и на свои же вопросы отвечать. То есть вот этому тоже мы с вами должны своих детей учить. Задание номер 3. Задание номер 3 у нас с вами это задание, в которых умение пользоваться в конкретных условиях. Да? То есть вот эта задача, она встречается очень часто, когда на бутылке с маслом что-то написано. Да? И вот эти вот ВПР, которые из года в год выкладывают, постоянно там встречается такого типа задачи. Да? То есть задачи, в которых дается какой-то рисунок, какое-то изображение, возможно, даже фотография чего-то, да, и ребенок должен с этой фотографии найти какие-то самые важные надписи, которые необходимы для того, чтобы в дальнейшем эту задачу решить. То есть выделить физические величины, записать их, вспомнить формулу и, соответственно, решить эту задачу. Вот. И поэтому в этой задаче, конечно же, не очень удобно для нас, потому что дети, как правило, пишут конкретную цифру, записали ответ, и очень тяжело учителю анализировать. Вот когда он записал ответ, мы с вами все прекрасно знаем, что все ответы есть в интернете. И то, как мы с вами проверяем, то, что мы с вами проверяем, это, в принципе, зависит даже не от нас с вами, а зависит от того наблюдателя, который там сидит и который смотрит, пользуется ли детям телефоном. Но, допустим, если дети дали неправильный ответ, мы с вами даже не знаем, почему этот ответ там неправильный. То есть, что он, где ошибку допустил. Он неправильную формулу записал или он не перевел в интернациональную систему. То есть вот в этом я считаю, что вот это вот ВПР, оно, конечно, не дает возможности учителю сделать качественный анализ и сказать, почему здесь неправильный ответ, то есть в чем здесь причина. Ну, вот есть, конечно, вот в этом недостатки. Я думаю, что с этими замечаниями мы с вами можем, допустим, поработать, то есть каким-то образом выйти на составляющие, на людей, которые составляют эти задания, и, соответственно, каким-то образом все равно задать вопрос. Все-таки я считаю, что решение задачи, оно как будто бы должно быть. Мы должны посмотреть и проанализировать проблему, в чем была. Так, давайте следующее задание номер 4, в котором тоже пишется ответ. Ответ пишется на основании анализа какого-то графика. Вот обратите внимание, что здесь графики у меня представлены, во-первых, графики скорости какие-то, вот они разные, да. Для 8 классов это дается схема, вот, и по этой схеме они должны, соответственно, решить задачу и записать ответ. У меня опять те же самые, как бы вот такие вот, у меня как для учителя, да, то есть дети, если записали правильный ответ, хорошо. Чего тут анализировать, значит, они, в принципе, задачу решили правильно или спросили у кого-то ответ, кто-то там им перекинул. Да, но если задача решена неправильно, то я опять же не вижу, да, не вижу, как, где ошибки у детей, почему они эту задачу решили неправильно. То есть здесь мы с вами опять не можем проанализировать те ошибки, которые они допустили. И не можем сказать, в чем причина этих ошибок. Формула неправильно записана. Или в чем дело? Или, может быть, неправильно проанализировали рисунок или график. В данном случае я считаю, что это вот такой как бы немножко неадекватное такое вот задание для детей, даже не для детей, а для учителей, которые, соответственно, будут это анализировать. Так, я хотела вас спросить, меня слышно, видно, чтобы, может, я так это говорю, может, меня не видно, вы мне хоть где-то что-то помашите, плюсик скажите. Я уже вижу людей, которые меня уже когда-то со мной работали, вот, все хорошо, вижу, что все замечательно, тогда мы с вами продолжаем. Так, ну давайте следующее задание посмотрим. Следующее задание проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. То есть ребятам дается какой-то результат эксперимента, да? То есть там Вася или Петя дома, значит, берет какой-то кипятильник, начинает что-то там кипятить, или, допустим, там транспортер что-то поднимает. То есть это уже какая-то готовая ситуация, контекстная задача.
контекстную задачу, соответственно, нужно решить, дается что-то, и нужно, соответственно, что-то выполнить. Проверяется умение делать какие-то логические выводы этих экспериментов, и в конце нужно опять же записать какой-то числовой ответ. У меня опять те же самые вопросы, мы опять не видим, если ответ правильный, понятно, а когда неправильный, все понятно, что мы никак не можем проверить, насколько ребенок, где ошибки, в чем ошибки. Вот в этом как бы минус вот этой части ВПР. Да? Так, следующее задание. Задание номер 7. Это задание, которое проверяет умение работать с экспериментальными данными. То есть, когда дается нам уже какой-то результат, это либо картинка, да, либо дается результат в виде таблицы, и делать какие-то выводы, проверять какие-то законы нужно, да, то есть насколько этот закон, он работает, да. В данном случае, допустим, вопросы какие могут быть. В качестве ответа необходимо привести кратковый текстовый ответ. Да, то есть это может быть либо числовой ответ, то есть они должны написать какое-то число, да, либо должны написать краткий ответ. Но краткий ответ это означает, что вот мы как с вами ранее говорили, это коммуникативное УД. И плюс еще логический УД. Это должен быть не просто ответ, это должен быть логически построенный ответ. Вот. И для того, чтобы, конечно, дети наши, соответственно, могли справляться с такими заданиями, то мы такие задания должны выполнять на уроке. Как это можно делать? А это ведь простые экспериментальные данные. То есть мы, например, когда проводим с вами демонстрационный эксперимент, например, в 8 классе, да, очень удобно работать в 8 классах, например. Почему? Потому что очень много таких вот работ, которые проверяются в ВПР, мы их проводим в виде, допустим, какого-то демонстрационного эксперимента. А было бы очень удобно, если бы мы с вами на уроке организовали практику, когда ребята работают в группе, допустим, да, они получают ту же самую вот спектр магнитов, да, и потом уже они вместе анализируют. Составьте им опросник. То есть, например, какую картину силовых линий вы увидели, на какую картинку она из тех, что есть, на какую картинку она больше похожа. Потом мы начинаем выяснять. Посмотрите, пожалуйста, какие там, допустим, у вас магнитики лежат. Дополните рисунок, докрасьте рисунок в том цвете, в каком, допустим, должны быть выкрашены магниты. Да? Посмотрите, что происходит с этими силовыми линиями, если, например, один магнитик поменять, как изменится рисунок, на какой он будет похож. То есть вот такие вот практикумы. Но здесь, конечно, работа учителя. Нужно подготовить вот такой вот материал, потому что такие задачи такого плана у нас и в ВПРах очень много, и их очень много в заданиях, например, вот очень удобно брать «Решу ЕГЭ», потому что решу ЕГЭ и ОГЭ, потому что там вот эти задания, они уже там разделены по темам. Вот банк ФИПИ, он, конечно, там заданий очень много в банке ФИПИ, но мне не особо нравится, потому что там разброс заданий очень большой. А вот в заданиях решу ОГЭ и ЕГЭ такие задания, они структурированы, и очень удобно брать оттуда вот эти картинки, например, да, разные картинки, и, соответственно, вот детям, допустим, давать задания. Ребят, попробуйте получить картинку, вот, например, вот такую, попробуйте такую. Или, допустим, если это по электричеству, да, то, например, можно составлять таблицу. Увеличиваем силу тока, а как при этом меняется, допустим, напряжение. Или несколько берем источников тока и вот заполняем вот такие таблицы. И делаем соответствующий вот такой вот анализ. То есть, если мы с вами не будем детей обучать этим умениям и навыкам, то, соответственно, наши дети, в принципе, и ВПР-то и не смогут и писать. То есть мы должны с вами все-таки вот проводить вот такого рода эксперименты и так далее, да, и когда мы с вами уже будем это делать, тогда и наши дети будут уметь делать. А уметь это значит, нужно им своими ручками потрогать все это проверить и все это зарисовать и записать. И только тогда они уже, в принципе, вот это вот умение, они будут, да, я это вспомню, я это делал. Я это делал, значит, я, в принципе, могу справиться с этим заданием.
Ну, давайте мы посмотрим немножко на такую диаграмму. Диаграмма выполнения заданий группами участников. То есть мы с вами посмотрим на успешность выполнения. Ну вот на предыдущих заданиях, посмотрите, я тут вам не все примеры привела, да, вот задание 5, 7, я вам просто выборочно показала, что 7-е, 8-е классы – это задания, которые имеют одну линию умений. То есть все задания имеют одну линию. Все первые задания, все 7-е задания и так далее. И вот если посмотреть на успешность выполнения заданий группами участников, то мы с вами посмотрим сейчас вот такие вот диаграммки. Вот первая диаграммка, обратите внимание, это ВПР 2021 года в сравнении с 2020 годом, да. Посмотрите, вот эта нижняя диаграммка, я ее сейчас немножко покрупнее сделаю, да, это как справлялись учащиеся вот с этими группами заданий. Да. Посмотрите, в процентном соотношении мы с вами посмотрим. То есть, вот, например, есть верхняя диаграммка, это группы учащихся, то есть сильные учащиеся, насколько они справлялись, и вот, допустим, слабая группа. И мы видим, что, в принципе, да, что задания-то выполняли дети, вот если говорить по группам, да, то вот эти все верхние графики, обратите внимание, что они как будто бы такие практически симметричные, да? То есть они друг другу проходят вот так симметрично. Это говорит нам о том, что практически все группы участников, и сильные, и слабые дети, все дети допускают одинаковые ошибки. И вот если мы с вами сейчас посмотрим, да, то вот сразу в глаза бросается, да, что вот неважно, что это 20 или 21 год, вот второе задание под номером 2 мы сразу можем увидеть, что в задании номер 2, а это качественная задача, да, процент выполнения 35-39. Да, он немножко, конечно, вырос, но в любом случае он порога вот этого 40%, да, он порога этого не перешагнул. То есть это низкий уровень, да. И если посмотреть, то уровень ВПР по сравнению с 2020 годом, посмотрите, он вырос. Но не забываем, что 2020 год они писали, восьмиклассники писали за 7 класс. То есть это вот как раз таки наша с вами пандемия, которая, да, попала, вот это как раз вот эти дети. Да, конечно, там немножко, на небольшой процент умения, конечно, в 2020 году больше, чем в 2021 году, когда уже писали эти учащиеся, да, то мы с вами видим, что все-таки пандемия, она, конечно, дала небольшой сбой, но в любом случае, по сравнению с 2021 годом, да, это небольшой процент. И мы с вами здесь видим, что вот такие группы умений, да, они все равно, вот, допустим, задача 8. Я на задаче 8 там выше останавливалась тоже, да. Смотрите, дайте свой ответ. То есть тут опять же слово «свой ответ», да. Вот это вторая, 8 задача, где надо дать, опять же, словами написать правильный ответ. Это говорит о том, что наши дети, они не умеют объяснять словами, объяснять то явление или ту какую-то закономерность, которая там наблюдается, да, то есть словами они давать не могут. Сразу обращаю внимание, что вот здесь вот у нас есть такие косяки, вот как западение, да, 5 задача, 6 задачу обращаем внимание, 7, 8, ну и дальше уже задачи повышенного уровня сложности. А дети почему не берутся ее решать? А вот проблема, знаете, вся в чем? Вот я расскажу вам на примере своих детей. Когда мои дети писали ВПР, у меня есть дети, которые, ну, такая, скажем, группа, такие сильные, мощные такие детки, вообще замечательные детки, да, они у меня и на республиканскую олимпиаду ездили, на Максвелла, да, это хорошие дети. И они вышли с такими круглыми большими глазами, и они мне сказали, что, Наталья Валерьевна, мы ведь даже переписать не успели свои задачи с черновиков, да, и, допустим, или другая девочка мне говорит, Наталья Валерьевна, я эту задачу, я ее бы решила, но у меня не хватило времени.
То есть, допустим, есть дети, которые, да, действительно, вот бывают такие дети, что вот они действительно могут справляться, просто у них, может быть, не хватает действительно вот этих 45 минут. Ведь там две задачи последние, они ведь объемные задачи. Это не значит, что дети такую задачу решить не смогут. Просто на то, чтобы решить эти задачи, им нужно немножко побольше времени. И вот я считаю, что да, действительно 45 минут вот на выполнение задач, мне кажется, это недостаточно. Может быть, вы со мной согласитесь, может быть, нет, но я считаю, что недостаточно. Вот давайте мы также посмотрим на вторую диаграммку. Вторая диаграммка – это уже, обратили внимание, 8 класс. И вот 8 класс тоже самое, посмотрите, вторая задача. Вот они, 5-я, 6-я задача. Вот она, 8-я задача, то есть с низким уровнем. И вот тут пошли то же самые задачи, вот на низком уровне, то же самое, последние задачи 10-11. Эти же дети, когда они у меня писали ВПР в прошлом году, те же самые девочки, они у меня, значит, уже опыт у них был. Опыт был такой, что вот они тогда не успели эти задачи порешать. Естественно, что они сейчас вот старались быстро-быстро отвечать там на первую часть, зато у них осталось время, они порешали вторую часть, но даже порешав ее, они все равно выходили. Наталья Валерьевна, мы вот говорили, что мы чего-то там не успели. Но теперь они уже сделали по-другому. Они уже все писали сразу, не переписывая ни в каких черновиках, они сразу уже работали прямо в самой работе. И то даже работая в самой работе, они не успели просто переписать. Ну, они такие у меня, такая группа детей, они прям вот дотошно все расписывают, прописывают. Может быть, это плохо, может быть, хорошо, не знаю. Но в среднем вы тоже можете увидеть, что вот такие вот группы заданий, о которых я вот обратила внимание, что 7 и 8 класс, да, что вот эти вот группы умений, они западают в 7 и 8 классе одинаково. И поэтому, чтобы такого не было, мы, значит, в 7 классе в любом случае должны понимать, что какие недочеты, какие недостатки, какие не сформированные умения на 7 классе, в любом случае мы с вами должны на них обращать внимание и над этими заданиями работать. Так, ну давайте начнем с задания номер 2. Значит, это качественная задача. И сразу обращаем на слово. А что такое качественное? Вот я посмотрела, значит, в Википедии, там написано, что качественная задача – это задача, которая связана с качественной стороной физического явления. Решается путем логических умозаключений, основанных на законах физики. И поэтому, в общем-то, цель такого задания – это ответ на вопрос в готовом виде. Как вы понимаете, его нигде нет. Надо это явление вспомнить, вспомнить перед ВПР, может быть, напомнить детям, потому что мы-то это с вами изучаем из года в год и повторяем из года в год. А ребенок это изучал всего лишь на одном или на 2 уроках. И, соответственно, ему нужно напомнить об этом. Вы не думайте, наши дети, они не глупые, но им просто нужно об этом напомнить. Перед ВПР проведите небольшие, несколько таких практических занятий, да, в которых просто нужно напомнить, что это за явление и где оно проявляется, как понять, что проявляется именно это явление. Я не думаю, что наши дети не дадут потом ответы на эти вопросы. Тем более, что вы понимаете, что вот эти вот ВПР, которые мы с вами будем проводить, они все в открытом доступе есть. Мы просто не знаем, какой комплект попадет нашим детям. Мы этого не знаем. И мы с вами не знаем, какой вариант ребенку попадет. Но я не думаю, что там такой разброс заданий, что у нас не будет возможности посмотреть, какие виды заданий дают, и просто повторить, вспомнить об этом на уроках перед тем, как дети будут писать ВПР. Давайте посмотрим на задание 5 и 6. Вот задание 5 и 6 – это задания, которые проверяют умение интерпретировать результаты. Посмотрите, пожалуйста, на вот эти картиночки, которые я сейчас сюда поставила. Я сейчас сделаю немножко это побольше, чтобы вы увидели и вспомнили, откуда взяла я вот эти задания. Эти задания я взяла из сборников по формированию функциональной грамотности. И вот очень много вот таких вот заданий
Я их использую, понимаете, из года в год я их использую уже очень-очень давно. Просто сейчас на них сделали акцент, на эти задания, и стали нам говорить, чтобы мы вот их должны использовать для формирования функциональной грамотности. На самом деле такие задания существуют очень-очень давно, просто, может быть, они были не в таком виде, в каком их мы с вами сейчас видим, они были немножко в другом виде. И вот, например, раньше мы с вами говорили о текстах физического содержания. Я ими раньше пользовалась очень сильно, но вопросы к ним и задания я составляла сама. И вот теперь это все, оказывается, называется заданиями по формированию функциональной грамотности. Насколько хороши эти задания и насколько их удобно использовать во время уроков для того, чтобы именно ребята могли справляться вот с заданиями ВПР, которые вот нам предлагает Министерство образования здесь вот в этих заданиях. Я думаю, что даже если мы будем использовать на уроках и вот эти задания, и просто задания ВПР, тогда дети действительно будут уметь и понимать, и когда они в первый раз увидят такое задание, естественно, они скажут: Господи, да мы такого даже на уроках никогда не видели и не решали. Но если мы с вами будем такие задания давать регулярно на уроках, тогда ребенок наш будет уже знать, что я такое задание знаю, я такое задание выполнял, я умею его делать. Может быть, он выполнит его с ошибками, может быть, не полностью выполнит, но в любом случае у него есть возможность такое задание выполнить, и, возможно, не до конца, но какие-то определенные баллы он может получить. Точно так же и задание номер 7, которое проверяет работу, умение работать в виде таблиц, с заданиями в виде таблицы. То есть если тут у нас были задания экспериментальные, какие-то данные внутри какого-то вопроса, да, какое-то техническое приспособление, какая-то задача дома, вот как с кипятильником, там, когда мальчик там электрочайником что-то кипятит, да, то в принципе ведь это задание точно такое же, да, задание номер 7, но данные уже записаны не внутри задачи, они записаны в таблице. И вот я опять же оставила вот этот слайд, что и выше, да, картинки те же самые оставила. Да потому что, вот обратите внимание, что задания по формированию функциональной грамотности, они у нас как раз-таки включают и работу с таблицами, и дать нужно здесь качественную, ну, задача качественная, ответ на вопрос в виде текста логического, да. То есть вот посмотрите, насколько вот эти задания, насколько они как бы хорошо так вот помогают на уроке, именно с той точки зрения, что нам не надо что-то придумывать такого, чтобы формировать у детей те или иные умения. Потому что если мы с вами будем на одном уроке использовать хотя бы одно вот такое задание, одного такого задания будет достаточно для того, чтобы ребенок научился пользоваться формулой, чтобы он мог различать, а чем одно отличается от другого, мог найти какую-то необходимую информацию по большому объему данных, это я про таблицы говорю, да, тут же качественная задача, да, дать красивый ответ и логическое объяснение, да, вы посмотрите сразу, сколько умений проверяется в одном только таком задании. И поэтому я думаю, что если, допустим, мы с вами будем использовать такие вот задачи, задачи на формирование функциональной грамотности, да, то мы с вами будем убивать сразу двух зайцев. Мы одновременно будем готовить детей и в ответе на качественную задачу, это задача номер 2. Тут же встречаются задачи, допустим, по функциональной грамотности, там тоже есть задачи с выбором каких-то приборов, да, там такие задачи тоже есть, да, вот. И тогда мы с вами можем такими заданиями формировать сразу практически все умения, которые проверяются вот здесь вот в ВПР. Поэтому вот я рекомендую на уроках использовать вот такие вот задания, да. Но вот я не знаю, вы моему совету последовали или нет, я на сайте просвещения выписала все книжки, которые там были по функциональной грамотности, по естественно-научной грамотности. Книжки вообще, конечно, замечательные, очень удобные, и в работе они удобны.
и сканируется хорошо, и задание потом, в общем-то, с удовольствием ребята решают задание такого плана. Ну, давайте посмотрим на следующую группу заданий. Это задание номер 8. Здесь я представила задачи 8 класса, да. Вот я как пример уже говорила, да, то есть вот для того, чтобы формировать такое умение детей вот решать задачи такого плана, естественно, что очень удобно это делать именно в процессе практикума. То есть мы с вами не проводим такие лабораторные работы, но практикум-то мы с вами можем провести на уроке. Задания для детей очень интересные. Они с удовольствием смотрят, как эти опилочки, как они раскладываются, и продумать, естественно, серию заданий. Простые задания. То есть, например, попробуйте получить рисунок такой, как у вас есть в рабочем листе. Или другое задание. Поставьте вот так-то магниты, какой рисунок у вас получился. И так далее. То есть задание-то ведь непростое, но если вы 10 минут на уроке этому уделите, я думаю, что это будет очень хорошая помощь. И в частности, вы уже сможете однозначно сказать, что дети на ВПР вот это задание уже напишут, уже с ним справятся. Да? Это задание номер 8 у нас вот такое. Так, следующий вопрос. Система оценивания. Да? Ну, оценки, понятно, что когда дети нам дают какие-то там простые ответы, это, допустим, там, вот задание 3, 4, там я уже говорила вам, там, где надо написать просто ответ, это понятно, что ответ мы с вами можем, конечно, зачесть, если он правильный, поставить там какие-то баллы, если неправильный, мы никак с вами не можем проверить объективность вообще, как они решили, где ошибки и так далее. Вот это единственное, что мы можем оценить вот без всякого анализа. Все остальное мы с вами все-таки читаем и оцениваем по критериям. По каким критериям? То есть, например, задача номер 2. Нам важно, чтобы был дан ответ и дано было объяснение. Логическое объяснение. Оцениваем точно так же, как и мы оцениваем ОГЭ или ЕГЭ. То есть должно быть правильное объяснение, ответы на оба вопроса и так далее. То есть, например, вопрос может быть не один, вопросов может быть 2. Значит, на оба вопроса ответы должны быть полные. Ну и 1 балл ставится, если в решении имеется один из следующих недостатков. Приведено только правильное название свойства или его описание. Слово «или». Приведено только правильное описание без указания его названия. Если первое, то читаем «и». В решении дан ответ на оба вопроса, но имеется неточность. То есть, например, дал он ответ точно на один вопрос, да, а на второй вопрос он не ответил. Или ответил на 2 вопроса, но на один ответил правильно, на второй неправильно. Если оба ответа имеют неточности, мы тоже даем 1 балл. Если оба ответа неточности, мы не говорим, что они неправильно отвечены, а они дают неточности, то тогда мы тоже можем поставить 1 балл. Ну и, соответственно, если оба ответа даны неправильно или неточно, тогда мы, соответственно, оба ответа неправильные, тогда мы ставим 0. Так, ну давайте следующий вопрос посмотрим, да, вот такой, 8. На рисунке показано, как установились магнитные стрелки, ответ и объяснение. Кратко объясните свой ответ. Приведен полностью правильный ответ на вопрос и дано правильное объяснение. Это 2 балла. Да? То есть, если в решении имеется один или несколько недостатков, каких? Приведен только правильный ответ на вопрос без объяснения, мы уже ставим 1. Или просто дается объяснение, но правильный ответ дан частично. А как частично? Ну, частично это значит, посмотрите, вот тут у нас рисунок состоит из 2 частей. Соответственно, на одну часть ответ правильный, а на вторую неправильный. Но если один правильный, а другой неправильный, и дано объяснение, тогда мы ставим 1. Если, например, у нас с вами объяснение дано, давайте посмотрим. В решении дан правильный ответ на вопрос, но в объяснении неточность. Приведено правильное объяснение, но правильный ответ дан лишь частично.
Приведен только правильный ответ на вопрос, но без объяснения. Обратите внимание, что ребенок может ответ дать неправильный, а объяснение дать правильное. А вы видите, что тут нет единички за это? То есть если есть только правильное объяснение, ну извините, а рисунок-то вы прокомментировали неправильно, ответ дали неправильно, здесь мы ставим 0. Хотя объяснение правильное. Почему рисунок неправильный? Рисунок – это ответ, поэтому здесь мы с вами ставим 0. Внимательно оценивайте такие задачи. Следующее задание, 31. Здесь рассказывается, как оценивается 10-я задача. Да? Давайте про оценку 10-й задачи. Как мы ставим оценку за задачу? Во-первых, задача, она должна определить сопротивление первой лампы. Найдите при таком положении отношение мощности. Какая из ламп в таком подключении горит ярче и почему? Решение задачи. Надо найти мощность, сопротивление, написать объяснение. А теперь давайте посмотрим критерии оценки. 3 балла. За что мы ставим? Записаны положения и теории, физические законы, закономерности и формулы. Что должно быть записано? На 3 балла у нас должна быть формула мощности силой тока, напряжения, сопротивления, указание, что сила тока должна быть одинакова, должны быть все рассуждения быть, представлены должны быть все правильные ответы. То есть вот все, что написано здесь, это все будет в 3 балла. Обращаем внимание, за что ставится 2 и 1. Если 2 и 1, значит приведено полное решение 1 и 2. Что это означает? Это означает, что должны быть записаны все формулы, которые здесь мы с вами видим. Все. И под пунктом 1, и под пунктом 2 и 3 должны быть записаны все положения и законы. То есть если ребенок определил сопротивление первой лампы только, извините, это уже не подходит под оценку 2. Обратите на это внимание. Оценка 2 ставится, если записаны все законы, которые тут есть. Читаем дальше. Для оценки 2 должен быть дан правильный ответ. Что значит правильный ответ? Представлены правильные ответы на все вопросы, где это необходимо. Оценка 2. Если дан правильный ответ для 2 пунктов задачи. Это означает, что мы можем поставить оценку 2 балла, если все формулы записаны, в том числе и для цифры 3 дано быть какое-то объяснение хотя бы. Да? И должны быть уже даны 2 ответа для первого и второго вопроса. За что мы ставим 1 балл? Если, обращаем внимание на 1-2, записаны все формулы, должно быть, опять же, записаны, проведены все рассуждения, не в уме, а должно быть все записано, да? Но читаем дальше, за что мы ставим 1. И дан правильный ответ только для одного пункта, то есть в любом случае. Мы даже циферку 1 не можем поставить, если задача не решена полностью. То есть задача в любом случае должна быть решена полностью. И единственное, что мы ставим оценку 3, если получен везде правильный ответ, 2 балла. Если у вас 2 пункта правильно и безошибочно записаны, и 1, если у вас безошибочно выполнен пункт 1. Если у вас не записана какая-то формула, да, не записаны какие-то ответы, записаны, но они неверные, то есть в этом случае мы уже никакие баллы ставить не можем. Вот на это, на оценку вот таких заданий обратите внимание.
А то, допустим, мы, допустим, можем сказать, ага, он у нас нашел сопротивление первой лампы, а я ему поставлю цифру 1. Ну, это же 1 балл. Ну, можно же поставить? Нет, нельзя. 1 балл, еще раз говорю, за что ставится. Если решена задача полностью, но правильно вычисление дано только в первой части. Что-то одно вычислено. Первый пункт. Да? 2 балла, если 2 пункта, получим правильный ответ. Вот на это мы с вами обращаем внимание при оценке. Так, ну вот тут 10-е то же самое, да, на что мы обращаем внимание. Приведено полное и верное решение, дан правильный ответ только для 2 пунктов задачи. Но 1 и 2 записаны положения и теории все, проведены нужные рассуждения с графиками. Это все должно быть 1, 2, 1, 2, везде 1, 2. Поэтому за это мы только можем поставить оценку, как мы уже сказали, 3 балла. Или 2, или 1. Так, теперь давайте мы с вами по 11 классу кратенько пробежимся тоже, да, 11 класс. Что у нас здесь? Во-первых, здесь 18 заданий, которые различаются разными уровнями сложности. 11 включено это задание в виде каких-то символов, наборов цифр каких-то мы пишем, да, а дальше задания у нас есть, в которых нужно дать развернутый ответ, записать. Вы сами знаете, что там и практическую работу нужно описать, но тут выполнение, на выполнение дается 1,5 часа. Времени достаточно много. Как правило, этого времени, если про 7-8 класс детям времени не хватает, то здесь обычно дети справляются, и большинство из них раньше времени уже выходят, говорят, что уже все сделали. Что здесь проверяется? Здесь проверяются 6 заданий у нас на проверку смысла физических понятий величин. Ну, еще раз говорю, что это федеральный компонент государственного образовательного стандарта. Поэтому здесь мы с вами распределение по видам умений и способам действий. Да? Здесь описывать и объяснять физические явления 3 задания, объяснять принцип работы технических устройств 3 задания, гипотезы отличать от научных теорий, делать выводы 3 задания, ну и, соответственно, воспринимать на основе полученных знаний, самостоятельно оценивать информацию и так далее. Это 3 задания. Итого всего 18 заданий. Значит, среди этих заданий задание оценивается в 1 балл, когда совпадает с верным ответом. 2 балла мы уже проверяем с вами. Там задание с выбором, например, несколько вариантов ответа. Нужно выбрать 2 ответа, например, правильных, или все ответы правильные. Вот такие задания. Да? Обобщенный план варианта. Это задание с 1 по 9 проверяют как раз-таки понимание смысла понятий величин. С 11 по 13 это задание на методы научного познания. С 14 до 15 это принцип действия устройств. И с 16 по 18 это работа с текстом. Так, ну давайте мы начнем с вами с косяков. Итак, какие у нас косяки, какие вопросы у нас вообще в целом западают. Вот здесь теперь уже даются несколько лет, 18, 19, 20, 21. И здесь мы с вами видим, что если большинство заданий наши выпускники в принципе справляются, пороговый уровень достаточно высокий, мы с вами можем посмотреть на зелененькие столбики. Это как бы по сравнению с предыдущими годами это не самый лучший вариант, да, вот хорошо справились выпускники 2019 года, это выпускники 2021 года справились по сравнению с 2019 годом намного слабее. Вот. И мы с вами можем даже увидеть, что с каждым годом наши выпускники как будто все ниже, ниже и ниже скатываются. Так вот, да? Вот. И вот 2021 год, он как бы такой год, вот обратите внимание, что уровень, можно сказать, самый низкий за все года. На это мы с вами, господа, обращаем внимание, уважаемые коллеги. А это означает, что нам с вами нужно поработать, да, для того, чтобы наши учащиеся лучше справлялись с этими заданиями. Так, ну давайте посмотрим на те задания, которые в большей степени западают. Это задание, обратили внимание, номер 5, это задание номер 9, задание номер 12. Итак, по этим заданиям. Начнем мы с вами задание номер 5. Это задание, которое как раз таки
описывает вроде бы простые такие свойства, законы, знакомые нам такие, да, это магнитное поле, которое изучается в начале года в 11 классе. Вот. И вот многие из заданий пятых, вот я вам привела несколько видов заданий, да, это задания, в которых нужно в каких-то заданиях, значит, изобразите, 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 изобразите или напишите, да, вставьте пропущенное слово. То есть на анализ вот этих вот явлений, процессов, распознавания, применения каких-то законов, которые позволяют это объяснить. Но тут эти законы писать не надо. Здесь надо только объяснить, в каком случае, допустим, что-то вот такое вот происходит. Но здесь нужно вот изобразите или впишите какое-то ключевое слово. То есть тут нужно вот как раз таки вот показать учащимся умение именно знания того или иного физического явления. Так, ну вот задание номер 9, которое тоже западает, да, это уже анализ, да, это анализ. Прежде всего нужно из графика, с таблицы или с рисунка найти определенные данные и потом эти данные использовать для решения задач и потом записать числовой ответ. Задания вроде бы несложные, но в чем здесь опять, в чем как я как аналитик, чем они мне плохи? Я прочитала ответ, правильный ответ хорошо, а неправильный решения нет. И мы с вами никак не можем проанализировать. А где ошибка? В чем ошибка? Какие данные выписаны неправильно? Что проанализировано неправильно? То есть здесь вот у нас, обратите внимание, что вот на этом у нас, опять же, для анализа вот это задание мне не очень нравится. Невозможно их как-то анализировать. Так, ну давайте следующее задание посмотрим. Следующее задание, это задание номер 12. Это анализ какого-то вот, не анализ, а исследование, да, планирование исследования. То есть когда дети получают рисунок, получают описание эксперимента, и, соответственно, они должны написать, что они имеют, что им надо определить, как им надо определить, описать порядок действий при проведении эксперимента. Если мы с вами проводим практическую часть, то наши дети, в принципе, это должны уметь делать. Я хочу вернуться вот назад к этому 12-му заданию и показать, что 23% учащихся это делают. Я вам хочу сказать, почему дети не делают. Ну вот я просто как вариант хочу вам сказать, почему дети не делают. Я когда у своих детей спрашиваю, почему вы не сделали 12-е задание? Ну, вы же это знаете, вы же делали эту работу, вы же можете это написать. А они мне что на это отвечают? Они говорят, что им просто лень писать. То есть мы лучше на другие вопросы кратенько ответим, а в этом вопросе писать нужно очень много. И поэтому они это задание не делают не потому, что они не умеют это делать, а потому что это задание, в нем нужно очень много всего записывать. Рисовать, записывать, объяснять, и только лишь поэтому они не делают. Они говорят, они рассуждают так, мы лучше там другие задания сделаем, мы также наберем эти баллы. Вот они объясняют так, что нам, в принципе, за это оценку не получать. Вот, и то есть нету какого-то вообще стремления, какого-то как получить за это задание больше баллов, если они там, допустим, дальше просто остальные задания сделают, и ну, просто закончат эту работу. Но скажем так, что многие 11-классники, они не сдают физику, им просто им это не надо. Вот я по своим выпускникам знаю, то есть если у меня в классе 20 человек, а сдают двое, я точно знаю, что эти двое поработают. Они поработают, они мне это все напишут, а всем остальным просто это не надо. Они говорят, ну, у нас оценка и так выйдет неплохая, так что что они лишний раз будут трудиться. Скажем, вот так вот с этими задачами. Хотя, в принципе, мы все практические работы проходим, и они все это умеют делать. Ну, вот такой ответ я вам говорю у детей, за что купила, за то и продаю, что мне дети говорят. Давайте следующая задача. 18-я задача. 18-я задача, обратите внимание, это хоть она и последняя, да, самая последняя, самый низкий результат. Но 18-я задача
Это 18 в целой группе по работе с текстом физического содержания. Надо прочитать текст. И если в первой 16 и 17 задаче, вот в 16 там просто нужно прочитать текст и тупо поставить вот эти слова, да, которые вот в тексте есть. В 17 задании нужно посмотреть на таблицу какую-нибудь или на график и дать ответ, то 18 задание, оно не лежит на поверхности. Как мы говорим, это задача с неявными данными. То есть нужно просто логически порассуждать немножко, подумать, построить как-то логически этот ответ на вопрос. Естественно, что вот этот балл им просто не хочется также его получать. То есть мало кто отвечает, просто берется на него отвечать. То есть это не значит, что дети отвечают неправильно, они просто на него не отвечают. А сказать, что они отвечают на него неправильно, мы этого сказать с вами не можем. Большинство детей просто на него не отвечают. Вот и все. Те, кто отвечают, они, соответственно, логически строят такой ответ, все равно дают. Давайте посмотрим на критерии. В первой задаче, как вы уже понимаете, что там нужно просто распределить группы понятий, да? Физические величины или физические явления, или физические приборы, или единицы измерения. Но, как правило, вот с этим заданием дети справляются. То есть, если даны две группы распределены правильно, то, соответственно, получают 2 балла. Если неправильно, 1 или 0. Так, давайте следующее задание, 9. 9 задание, как вы видите, что это задание, в котором нужно, соответственно, дать не только решение, да, еще дать нужно ответ. Если дается, соответственно, правильный ответ, то приведен верный ответ и его обоснование это 2 балла. Если верный ответ, но в обосновании допущена ошибка, это 1. Или дан правильный ответ, но обоснование ошибочно. Это тоже 1 балл. Все остальное это 0. Так, это мы обратили внимание на 9 задачу. В 11 задаче здесь нужно, соответственно, сделать вывод, то есть нужно написать красивый логический ответ. Это качественные задачи. Просто я думаю, что для того, чтобы ребята также ответили красиво на все эти вопросы, просто перед самим ВПРом, если мы с вами уделим хотя бы одно занятие тому, что готовые ответы уже в интернете есть, да, и мы, допустим, какие-то задачи между собой соберем, несколько задач, и просто как бы немножко напомним, что должны дети здесь показать, да, какие должны знания, умения продемонстрировать. Я думаю, что ребята вполне справятся с этими заданиями и дадут хороший качественный ответ. В этом задании, как я уже сказала, что 2 балла, если описана, нарисована экспериментальная установка, указан порядок проведения опыта, ход измерения, да, то тогда 2 балла мы ставим. Если только установка и в описании ошибка, это 1. Ну, если вообще там уже ничего, да, нету, или какие-то ошибки, или там такие вот просто наброски какие-то сделаны, непонятно что и чего, тогда мы ставим 0. Задание с текстами физического содержания, я думаю, что тут вопросов тоже нет. То есть мы ставим 1 балл, если дан правильный, хороший ответ. Там обычно нужно написать краткое пояснение. Пояснение, как правило, есть в тексте, его просто надо прочитать. Соответственно, если второй, вот 15-й вопрос, да, точно так же, они должны представить верное объяснение какое-то. Оно, как правило, тоже есть в самом тексте. То есть просто внимательное прочтение текста. А вот задачи 16, 17, 18, как я уже сказала, мы тоже вставляем из текстов в задании 16, 17 правильные ответы или ответ на вопрос. Но эти все ответы есть в тексте, а 18 на 18 вопрос ответа в тексте нет. Надо логически прочитать, сделать какой-то анализ прочитанного и записать, соответственно, ответ. Ну вот, уважаемые коллеги, в принципе, мы с вами подошли вот к такому завершению, да, вот, немножко посмотрели, что из себя освежили в памяти, что такое ВПР. Я постаралась изложить все такие особенности и все элементы подготовки.
И вот на что я хотела все-таки еще раз обратить ваше внимание, да, что при проведении ВПР, перед ВПР, мы с вами знаем график ВПР, да, и возможно, что если такая вот есть возможность у вас сейчас уже, да, то есть все равно необходимо провести какие-то такие консультационные уроки и настроить детей на это ВПР, что ВПР ведь нужны не для того, чтобы проверять учителя, да, допустим, да, а вы настроите таким образом, что в любом случае это необходимо самим детям для того, чтобы знать, на каком уровне их базовые умения на сегодняшний день, потому что здесь умения проверяются, еще раз напоминаю, не только по физике, а в частности именно проверяется ведь еще и их умения общеучебные, да, вот, и настроить на то, что вот, допустим, в нашей школе ВПР приравнивается к промежуточной аттестации. То есть это, допустим, что вот ребенок может получить неплохую оценку как итоговая оценка за год, и, соответственно, настроить на то, чтобы вот ребенок смог эту более высокую оценку получить. А выпускники, естественно, что даже то, что они не сдают физику, но настроить на то, что это все-таки идет оценка им в аттестат, и многие учащиеся бывает, что они поступают в колледжи и в техникумы, да, и для этого им нужен хороший аттестат, то есть там прием по аттестатам. Все равно какую-то вот такую вот мотивацию нужно для детей задать, чтобы они действительно поработали и показали хорошие результаты. Уважаемые коллеги, я на этом сегодня заканчиваю. Я хочу пожелать всем здоровья. Вот. Может быть, хотелось бы узнать что-то более конкретного и полезного. Если есть вопросы, мне, пожалуйста, задавайте. Вот. И у многих, кого я здесь вижу, у вас почта есть. Если вам нужна будет, допустим, вот эта презентация для выступления где-нибудь, я также могу ее вам послать. Вы мне на почту, самое главное, напишите. Вот. Что еще хотелось сказать? Все, что мы с вами делаем на уроке, это, в принципе, то же самое, что и проверяется на ВПР. И единственное, что хочу посоветовать, те задания, которые вот именно в той формулировке, в какой проверяется ВПР, вы старайтесь использовать на уроке, чтобы ребенок, когда увидел такое задание, он не подумал, что вот, ой, а я вообще ничего не знаю, а я вот этого вообще не учил. Поэтому старайтесь эти вот задания ВПР, их использовать. Вот. Всем крепкого здоровья, вот, и творческой работы, хорошего настроения, творческой работы. Пандемия скоро заканчивается, как говорит телевидение. Вот. И всего доброго, всего хорошего.